дело против участников, организаторов митинга в Магасе 26-27 марта 2019 года. Это самое крупное политически мотивированное преследование, связанное с одним конкретным событием. Вообще вот за всю историю наших исследований. Ни Болотное, ни Московское дело не достигают такого масштаба. Это самое большое посягательство как на свободу собраний, так и на свободу объединения, да и в принципе даже на суверенитет народа, если можно так выразиться. При этом всего уголовному преследованию подверглось не менее 48 человек. Против 3 уголовное преследование было прекращено в отношении 3 человек. Это вот как раз определяет этот масштаб. Большая часть тех, кто подвергся уголовному преследованию, обвинялась по частям 1 и 2 статьи 318 насилие в отношении сотрудника полиции. И поскольку мы с материалами вот этих конкретных дел не знакомились и не изучали, мы этих людей не включали в списки политзаключенных. В списки политзаключенных попали те люди, с делами которых, с обвинениями в отношении которых мы смогли ознакомиться. Это 8 человек, которые обвиняются в организации насилия в отношении сотрудников полиции, а также в создании экстремистского сообщества или участии в нем. И 1 человек, обвиняемый в подстрекательстве к насилию в отношении сотрудников полиции. Всего 9 человек. Но это совсем не значит, что мы считаем, что преследование всех остальных обвиняется непосредственно в насилии в отношении сотрудников полиции, является законным и обоснованным. Конечно, нет, потому что сам контекст ситуации говорит об ином. Мы имеем ситуацию, когда представители ингушского общества выражали свою позицию по значимому для ингушского общества вопросу. Мы не беремся судить о том, в чем правда в вопросе о границе, но вне сомнения они были вправе требовать, чтобы к их мнению прислушались, чтобы оно было учтено, чтобы действия и решения власти согласовывались с обществом. Они имели это право требовать с помощью мирных собраний. Собрание носило мирный характер. И сам факт того, что оно продлилось за пределы согласованного времени, проходило ночью, не мешая деятельности предприятий, жизни граждан, ничему вообще не мешая, не является ни в коей мере основанием для применения к нему насилия. Вообще для прекращения публичного мероприятия, а уж тем более для применения насилия. Вне сомнения, инициатива применения неправомерного насилия была осуществлена властью, сотрудниками полиции и Росгвардии. Российская власть, испуганная такого рода реализацией прав граждан, таким широким общественным движением предприняла серьезные усилия для его подавления. Понимая, насколько негативно воспринимается это уголовное преследование и в Ингушетии, и за пределами Ингушетии, власти применили к подавляющему большинству людей, обвиняемых в насилии в отношении полицейских, относительно мягкие наказания. Это не вопрос гуманизма, я уверен. Это вопрос того, что суровые наказания и так несправедливые, но если бы они были еще более суровыми, они бы породили обратный эффект тому, которого хочет достичь власть. Они не запугали бы общество, а наоборот возбудили бы еще больше общественное недовольство. По этим обвинениям власти, рядовым участникам, если можно так выразиться, митинга, власти относительно недлительные приговоры. Но власть в первую очередь опасается тех, кто способен быть организатором, лидером. И фактически ответственными за все произошедшее назначены 8 человек, которые обвиняются сейчас, и суд над которыми сейчас ведет в Ессентуках, обвиняются в организации насилия, опасного для жизни сотрудников правоохранительных органов, а также в создании экстремистского сообщества или участия в нем. Мы считаем, там часть в организации, а часть в участии.
мы считаем этих людей политзаключенными по следующим причинам. Ну, во-первых, вот по тем причинам, о которых я сказал, да? То есть сама эта ситуация, она связана с неправомерными действиями власти по разгону мирного собрания. И очевидно, что действия участников, они носили реактивный характер. Не они нападали на сотрудников правоохранительных органов, сотрудники правоохранительных органов нападали на них. Очевидно, говорить о какой-то организации предварительной тут совершенно невозможно. Более того, об этом уже было сказано, в деле присутствуют многочисленные видеосвидетельства, показания свидетелей того, что все обвиняемые, наоборот, предпринимали максимальные усилия для того, чтобы предотвратить насилие, призывали людей уйти даже, призывали не применять насилие к сотрудникам полиции, говорили о том, что насилие не нужно, оно опасно и навредит всем, что с той стороны такие же люди, которым насилие применяться не должно. Таким образом, те конкретные эпизоды насилия, которые были в первую очередь вызваны самими полицейскими, никак не могут быть названы следствием каких-то организационных усилий со стороны тех людей, которые в этом сейчас обвиняются в суде в Ессентуках. Это просто противоречит фактическим обстоятельствам дела. Фактически эти люди привлекаются к ответственности за свой авторитет. За то, что, обладая авторитетом и находясь на площади проведения митинга, они не сумели предотвратить того развития событий, которое имело место. Но это совершенно необоснованное требование, и за это никого судить нельзя. Они предприняли усилия, их умысел, очевидно, был направлен именно на то, чтобы насилия не было. А такого рода действия, как организация насилия в отношении полицейских, оно, конечно, должно быть умышленным. Никаким образом умысел этих людей на то, чтобы причинить полицейским вред, применить к ним насилие, чтобы кто бы то ни было применил к ним насилие, не доказан. Что касается второго обвинения, то именно в силу шаткости того обвинения, о котором мы только что говорили, дополнительно, спустя много месяцев после того, как состоялся митинг, им было предъявлено обвинение в создании, 3 человекам предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества, а 5 в участии в экстремистском сообществе. Якобы они, организовали структуру с распределением ролей, направленную на осуществление преступлений, в частности, насилия в отношении полицейских, а также руководство некоммерческой организации в целях совершения преступлений. Это совершенно абсурдное, конечно, обвинение. В рамках этого обвинения криминализуется совершенно естественная общественная активность, то есть фактически какого бы то ни было рода действия, направленные на координацию общественного движения, на выражение мнения общества, объявляются преступными априори. То есть то, что потом произошло, ставится в вину людям в связи с действиями, которые они осуществляли задолго до того. То есть они якобы за много месяцев до митинга собрали, объединились для того, чтобы, предвидя, что ночью на митинг, который никто еще не объявлял к тому моменту, нападут полицейские, и тут-то они организуют насилие в отношении этих полицейских. Это совершенно абсурдно. Тем не менее, мы видим сейчас, что эти люди фактически назначены ответственными. Они на их примере, опасаясь осуществить массовые жестокие, слишком жестокие репрессии, опасаясь возмущения общества от того, что десятки людей на длительные сроки окажутся за решеткой, власть пытается отыграться на тех, кто объявлен им организаторами, и одного человека, который объявлен подстрекателем. Мы считаем, что оснований для этого нет. Мы считаем, что эти люди политзаключенные. Мы считаем, что уголовное преследование их должно быть прекращено, и они освобождены. Они уже находятся за решеткой большей частью на протяжении почти 1,5 лет, более 1,5 лет. Часть чуть меньше, но большая часть именно так, фактически, с момента проведения митинга. И я совершенно согласен с Кариной Акоповной в том, что наша общая задача привлекать внимание к этому делу, к незаконности и необоснованности этого преследования, несмотря на его масштаб, на его важность,
нельзя сказать, что к нему нет внимания вообще, но внимание к нему недостаточное. Это внимание не соответствует масштабам этих репрессий и угрозе для общественного движения не только в Ингушетии, но и во всей России, которая это дело несет. Поэтому важно обращаться и к российскому общественному мнению, и к мировому общественному мнению, донося до него информацию и призывая всех реагировать, проявлять солидарность и добиваться прекращения незаконного, необоснованного политически мотивированного преследования и лишения свободы в отношении тех людей, которые мы ему подверглись. Спасибо.